Добрый вечер. На телеканале ТНВ Татарстан ток-шоу.опора. В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Хаям Лекич. Выходим мы на этой неделе впервые в новое время, которое теперь будет всегда постоянным. С 17:30 до 18:30 в прямом эфире. Итак, жаркое засушливое лето вновь обострило проблему обмеления рек. Уровень воды упал в Волге, Каме и многих других водоемах, как по Волжье, так и по России. Об этом пишут федеральные, в том числе и федеральные СМИ. Вот так ли это? Почему это происходит? Как это влияет на жизнь? И что с этим делать? Тема нашей сегодняшней программы «Как остановить обмеление рек». С удовольствием представляю гостей в нашей студии, а потом обозначу, почему с таким же удовольствием. Татьяна Леонидовна Васильева, начальник отдела гидрогеологии и регулирования водопользования, управления минерально-сырьевых и водных ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Таких должностей длинных у меня еще не было, по-моему. Добрый вечер. Рада вас видеть. Вячеслав Анатольевич Долгов, начальник отдела охраны водных объектов, управления охраны окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Здравствуйте. Дмитрий Владимирович Иванов, заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан. Здравствуйте. Добрый день. Рада видеть сегодня Олега Алексеевича Домрачева, начальник отдела государственного контроля надзора по Республике Татарстан, западная зона Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Добрый вечер. И Алексей Александрович Соколов, начальник отдела гидрологии, управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан. Здравствуйте. Добрый вечер. Еще раз напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Прямо сейчас нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут выражать свою точку зрения кнопками на ваших пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Но если будут какие-то принципиальные возражения... Удивлена чем, да, про удовольствие, которое говорю. Когда мы начинали обсуждать эту тему, мы не задумались, какое количество служб, ведомств занимаются этим вопросом. И я так понимаю, что, значит, и роль, и значение, и важность велика. Но меня удивил еще один момент, что очень много интернет-аудитории включилось в голосование, которое мы объявили в начале недели. И на самом деле оказалось, что татарстанцам не все равно. И тоже беспокоит судьба рек, водоемов, все, что находится на территории Республики Татарстан. Мы спросили у интернет-аудитории ТНВ, изменилась ли река вашего детства. Вот я не знаю, согласятся потом гости или нет, но большинство, 65% проголосовавших, сказали, это теперь не река, а болото. Река стала чище и глубже, так высказали всего 15%, и 20% респондентов сказали, что есть более важная проблема, чем экология. Этот же вопрос адресуем нашим телезрителям, в итоге подведем в конце программы. Вот я бы сейчас хотела задать вопрос нашим экспертам. Согласны ли вы с тем, что думают татарстанцы? Вот почему-то хочется с Дмитрия Владимировича начать. Да, с удовольствием отвечу. У меня, наверное, несколько рек детства. Начну с Вятки. У меня дед родом из Кировской области. Вот, пожалуй, Вятка – это единственная река, которая сохранила из всех рек, протекающих в нашей республике, свою водность. И не только сама река, но и все ее притоки. Поэтому в этом смысле моя первая река детства не изменилась. Но вторая моя река детства – это река Нокса. Наверное, она тоже не изменилась в плане количества воды, а вот в плане загрязненности, к сожалению, она стала хуже. Но так как мы сегодня говорим о том, что воды стало больше или меньше, плохая она или хорошая, грязная, чистая, мы не обсуждаем. Поэтому, наверное, для меня ничего в этом смысле не изменилось. Хорошо. Татьяна Леонидовна, а для вас? Ваша река детства. И почему, как вы думаете, интернет-аудитория все-таки считает, что все превратилось в болото? Ну, я детство провела на Украине, поэтому я сейчас не могу сказать, это Северский Донец, поэтому не знаю, в каком сейчас состоянии. Я давно живу в Казани. А почему аудитория назвала Волгу с болотом в настоящее время? Потому что этот год он достаточно засушливый, и водные ресурсы водохранилища у нас сработаны достаточно были сильно в паводковый период. Поэтому у нас уровень Куйбышевского водохранилища, как мы называем река Волга, в этом году ниже обычного. То есть он был как в 2010 году, но сейчас он немножко выше, чем в 2010 году на полметра. И поэтому я думаю, что вот это маловодие этого года, оно сказалось на результатах вашего опроса. Хорошо, спасибо. Вячеслав Анатольевич, на ваш взгляд, что с вашей рекой детства? Есть ли она еще? Да. Что там с водностью? Я первый раз слышу такую характеристику. Водность. Красиво звучит, да. Для меня река детства – это река Мёша. Так. С стороны водности и загрязненности я считаю, что изменений как бы нету. Возможно, где-то заросло, возможно, где-то, как вы уже сказали, там замусорило, где-то произошла эрозия берегов, то есть где-то шире стало, где-то уже. Ну, как по уровню и по качеству воды изменений я не заметил.
А почему интернет-аудитория все-таки считает, что все в болото превратилось? Ну, потому Это что, как раз наверное, ключевой речь, показатель наверное, Волги. больше идет о малых реках все-таки. Мёж, конечно, тоже малая река, но относительно не маленькая. Возможно, из-за этого именно, может, в том населенном пункте, где я проживаю, его незаметно. Либо, скорее, люди оценивают состояние по Волге, да? То есть какой-то вот по Волге, по крупным рекам, что если происходит, если с Волгой что-то не так, значит, может быть, все, на самом деле все плохо. А на ваш взгляд? На мой взгляд, ну, если уж на то пошло, реки моего детства, это северные реки Тюменской области и полуостров Камчатка. Ну, это, наверное... Какая красота! Вот лучше Ну, это, об наверное, этом другая поговорить. история, да. Если вернуться к Татарстану, то, в принципе, в природе все закономерно и циклично. Поэтому нельзя говорить, что мало воды, много воды. Нужно говорить, необходимо говорить, что год маловодный, либо многоводный. В этом году, в связи с тем, что Куйбышевское водохранилище на самом деле уровень воды понижен, отметка сегодня была зафиксирована у города Казань 51,36, что ниже отметки прошлого года на 1,48 сантиметров, ниже многолетних значений на эту дату нормы на 1,07 сантиметров, ну и ниже нормального подпорного уровня на 1,64 сантиметра, но об этом мы поговорим попозже. Но это критические цифры? Критические цифры для Куйбышевского водохранилища – это 49-я отметка в период навигации. Сегодня таких значений нет. Так, уже позитивное начало. И, Олег Алексеевич, что с вашей рекой детства? У нас тут такая география сегодня широкая. Таким изобилием, конечно, рек я не похвастаюсь. Для Так. меня это река Волга, только Куйбышевское водохранилище. Вот. Ну, о нем, естественно, конечно, что оно в болото превратилось, сказать очень будет трудно. Потому что сейчас, что там очистные, которые там стоят у нас и так далее, у нас реконструкция и так далее. То есть работа там в сфере там очистки сточных вод она ведется, и сбросы где-то уменьшаются, где-то очистка она улучшается, поэтому не согласен болото. буду. Да, нет, не болото. Не болото, хорошо. А сейчас, значит, в самый разгар круизной навигации Волга в очередной раз преподнесла сюрприз. Печально известный всем речакам Городецкий шлюз под Нижним Новгородом. Снова, как и в прежние годы, закрывают для прохода больших круизных судов. Не хватает воды для нужной глубины. Это лишь один из примеров. Назначение водных ресурсов для страны вновь обратил внимание президент России Владимир Путин. Это было совещание по развитию судоходства. Оно прошло 20 июня 2023 года. Вот предлагаю послушать Владимира Владимировича. Реками, водохранилищами, каналами насыщена вся территория нашей страны. Они играют огромную роль в пассажирских и грузовых перевозках, в гидроэнергетике, в сельском хозяйстве, в обеспечении работы жилищно-коммунального комплекса. Совершенствование водотранспортной системы во многом влияет на общий экономический рост в стране, на развитие промышленности, туризма, других отраслей в регионах. Давайте вот начнем просто с того, с общей картины. Вот какая сегодня обстановка, в принципе, на водоемах Татарстана и Поволжья в целом? Вот насколько идет активный процесс обмеления, если мы будем... Какие точки вызывают наибольшую тревогу? Как это выражается в цифрах? Кто начнет? Можно я? Да. Да. Республика Татарстан богата водными ресурсами. Значит, Да, более соглашусь. 4000 у нас малых рек, более 6000 озер. Это один из богатейших регионов страны? Нет, конечно, нет. Есть регионы, где больше. Ну ладно, не суть, не в этом дело. Дело в том, что малые реки сейчас себя чувствуют превосходно, великолепно. То есть об обмелении никакой речи не идет, они просто перешли на грунтовое питание. Так называемая летняя межень. Это не опасно? Для малых рек характерно 3 периода. Это период весеннего половодья, когда представляет угрозу экстремально высокий уровень воды, когда население страдает от затоплений. Это период летней межени, когда водные объекты, малые реки переходят исключительно на грунтовое питание, которые частенько сопровождаются дождевыми паводками, в Татарстане незначительными. В этом году их не было, соответственно, потому что не было осадков. И это зимняя межень, когда водные объекты покрываются ледяным покровом и исключительно полностью переходят на грунтовое питание. Опасно это, не опасно это. Для гидрологов опасность представляет период весеннего половодья. Сейчас у нас глубокая летняя межень. Если возник такой вопрос об обмелении рек, то это опять-таки связано с низким уровнем воды в Куйбышевском водохранилище. Почему? Потому что оно на 60%, по некоторым оценкам 70% состоит из мелководных участков, но с глубинами от 2 до 4-6 метров. Это при нормальном подпорном уровне воды 53,00. Сейчас у нас отметка, как я уже говорил, 51,36. Соответственно, все заливы,
все островные отмели, они появились над поверхностью воды. Жители обеспокоены, Жители да. обеспокоены. Да. Они выходят на набережную Казанки, видят, как будто бы там воды не стало, как будто бы Казанка обмелела, но не стоит забывать, что с 1957 года, с момента создания самого водохранилища, река Казанка в пределах Казани – это уже не река. Это Казанский залив Куйбышевского водохранилища. К таким же заливам относятся и Свияжский залив, и Вятский залив, и многие другие. Это крупные реки, средние реки, которые находятся в подпорье от самого водохранилища. Вот. Ну и, соответственно, для нормального функционирования водохранилища, и чтобы людям не казалось, что реки мелеют, то после весеннего наполнения водохранилища и после всех специальных пропусков в низовье водохранилища к 1 июля, в соответствии с правилами эксплуатации, водохранилище должно было быть наполнено до отметки 53:00. Так. Но В этого этом не произошло. году этого не произошло. По каким причинам это не произошло? Я думаю, Ирина Леонидовна лучше меня это знает. Татьяна Леонидовна, Татьяна говорят, Леонидовна, что да. вы знаете, почему этого Да. не произошло и почему нет 50. Я немножко, тогда расширю вопрос, потому что Куйбышевское водохранилище и вообще водохранилища, они эксплуатируются в соответствии с правилами использования водных ресурсов водохранилища. То есть это объект регулируемый, это не просто река, и у нас Волга и Кама сейчас представляют собой каскад водохранилищ, состоящих из 13 водохранилищ. И вот на с этой которых- регулировкой происходят проблемы, да? то есть все водохранилища, они регулируются на плотинах, на гидроэлектростанциях. Вот. И самое крупное из всех водохранилищ в Волжско-Камском каскаде, а также и в Европе, это Куйбышевское водохранилище. Оно является регулятором стока для всего Волжско-Камского каскада. То есть куда ресурсы воды нужны, туда, то есть они и направляются. То есть само водохранилище, оно комплексного использования, то есть для целей рыбохозяйственных, сельскохозяйственных, Это мы понимаем. Что водоснабжения. Что с этой водностью-то? Почему? То есть ежегодно у нас производятся попуски в низовье Волги для обводнения Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги. И эти попуски, они в соответствии с правилами производятся так, чтобы водохранилище было наполнено к 1 июля до 53-й отметки. Не наполнилось в этом Но году? допускается до 51-й отметки наполнения водохранилища. То есть не ниже 51-й. В то же время, то есть рекомендуется до НПУ 53-я отметка, но допускается до 51-й отметки. В этом году водохранилище к 1 июля было наполнено до отметки 51,8 метров. То есть никакие вот эти границы уровней, определенные правилами, они не были нарушены. Это во-первых. Во-вторых, у нас межень была очень ранняя в этом году, практически паводок был, половодье было очень раннее, практически на месяц. Ну, поэтому весной, да. период межени, то есть засушливый период уже, он увеличился по сравнению с другими годами, практически на месяц межень увеличилась. И сработка ресурсов водохранилища, она началась несколько раньше, чем в предыдущие годы. Если у нас в июне обычно водохранилище еще наполняется, то в этом году оно уже практически начало срабатываться в июне. И третий пункт. Ну, то есть, вы сейчас не видите никаких критической ситуации, все идет по плану, и это ничем не чревато. Все идет, конечно, не так, как бы мы хотели. Так. То есть, как бы хотелось бы водохранилище наполнить до полной высокой отметки, но в этом году у нас низкая водность. То есть у нас притоки в водохранилище Волжско-Камского каскада в мае составляли 55% нормы, в июне 56% нормы, в июле 66% от нормы. Это связано с низким количеством осадков по всему бассейну Волжско-Камского каскада. И вот глубокая сработка весеннего водохранилища, на нее наложилось еще вот это засушливое лето, мало дождей, поэтому уровень его срабатывается примерно где-то полтора сантиметра в день. Но эта ситуация не критическая. То есть такие годы у нас бывали. Это 2010-й? Да, сейчас, обстановка даже лучше, чем в 2010 году. 73-й год, 89-й год, 96-й год, 2010 год и Ой, какая 19-й. замечательная статистика. Вот вы говорили про цикличность. Здесь что-то есть с цикличностью?
Нет. Взаимосвязи То никакой есть нет? взаимосвязи нет, но года маловодные были. Хорошо. Дмитрий Владимирович, вот так немножко мне со скептицизмом мне показалось. Нет, я не слушать. со скептицизмом, я бы даже развил мысль моих коллег и сказал бы о том, что в целом водный баланс территории республики на протяжении последних 65 лет, почему 65, фактически вот он, можно сказать так, что он ведет свою историю современную с момента образования Куйбышевского водохранилища в 1955-1957 годах и затем в 1979 году Нижнекамского водохранилища. Поэтому все изменения, связанные со стоком малых рек, а мы все-таки больше говорим сегодня о них, они связаны с возникновением, с функционированием двух этих крупнейших водохранилищ. Хотя у нас еще есть и Заинское, и Карабашское водохранилище на Зае. Но, тем не менее, вот все основные изменения стока рек и водности, они происходили именно в этот период. Но если мы говорим об обмелении, то мы должны сказать и об обратном процессе. Например, в бассейне Казанки, по нашим оценкам, за время существования Куйбышевского водохранилища действительно исчезло 60 рек. В основном это притоки 5-6 порядка, очень мелкие реки, но за это же время появилось 128 рек такого же порядка. В 2 раза больше. То есть в целом водный баланс, водный режим не только Казанки, но и других рек, он остается примерно на одном уровне. То же самое, кстати, касается и озер, которые также появляются, исчезают. Например, за 12 лет, как правило, мы оперируем же этим периодом, да, вот, в том числе в гороскопах, за 12 лет у нас в среднем исчезает 1500 озер на территории республики. Но одновременно в других местах появляются другие водные объекты, другие озера. Как правило, исчезают наиболее мелкие озера. Вот 2010 год, который коллеги упомянули, именно в этот год у нас исчезло достаточно большое, но я бы даже сказал, наверное, огромное количество озер, которые подсчитать достаточно сложно. Но в целом я в данной ситуации настроен оптимистично. То есть, возвращаясь к исходной мысли, водный баланс территории республики, он сохраняется примерно на одном уровне, несмотря на те колебания уровня регулируемых водных объектов, водохранилищ, которые происходят ежегодно. Вообще, все равно мне хочется, вот, чтобы и у зрителей тоже было понимание, да, когда мы говорим про уровень. Вот какой он должен быть, от чего зависит, кто регулирует, управляет этими процессами, кто управляет водными ресурсами. Так вот, вообще, как это происходит? Наверное, я поясню, потому что после 2010 года наша республика очень заинтересовалась этим процессом, и с этого года представители республики у нас входят в состав межведомственной рабочей группы, которая определяет режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. То есть до этого года в составе межведомственной комиссии Татарстана не было? Нет, не участвовали, да. А чья это заслуга? Как получилось так, что все-таки были включены? Я думаю, что это заслуга руководства нашей республики, потому что действительно 2010 год был очень тяжелым для нас, неожиданным. И защищать интересы было некому. Было поручено. И я хочу сказать, что режимы в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, режимы работы гидроузлов водохранилища, они устанавливаются Росводресурсами. Вот, в том числе по Волжско-Камскому каскаду. Решение межведомственной рабочей группы, оно является не основным. То есть, как правило, установленные режимы, они совпадают с решениями этой группы, которая собирается ежемесячно, в паводок 2 раза, 3 раза в месяц может собираться совещание по регулированию режимов работы вот именно водохранилища Волжско-Камского каскада, которое нас интересует. И очень активное участие в этом принимает наше министерство, вот наш министр отстаивает интересы республики, поэтому, то есть мы работаем, стараемся в этом направлении работать. Почему максимально нижняя норма в этом году только вот отстоялась? Это не максимально нижняя норма, но в этом году у нас присутствовали на заседаниях представители Росрыболовства федерального, и именно по их настоянию была продлена максимально рыбохозяйственная полка. То есть это попуски в Нижнюю Волгу, которые обеспечивают высокий уровень воды в период нереста в Астраханской области. То есть максимально была, не максимально, потому что просили, конечно, еще больше, но уже больше было невозможно продлевать эту полку, потому что водные ресурсы, они должны сохраниться в Куйбышевском водохранилище, потому что в той же Астраханской области, в Волгоградской области, и всем они нужны в летний период. То есть также они поступают вниз.
А как сотрудничают регионы друг с тобой? Как вообще, как договариваются? На основании чего вообще? Есть какие-то исследования и так далее? Что применяется для того, чтобы определить? Вот, но это же не просто за круглым столом поговорили и решили. Разумеется, существуют расчеты, программы, прогнозы. Все расчеты делаются на основании данных Росгидромета. То есть Росгидромет также участвует в составе группы, которая проводится ежемесячно Росводресурсами. Расчеты прогнозируются на полугодие, на ближайший месяц. Также в Татарстане есть у нас программа, в которой мы осуществляем соответствующие расчеты. Взаимодействуем с Ульяновской областью, с Самарской областью, с Республикой Мариэл и Чувашской республикой, по Нижнекамскому водохранилищу, с Башкирской республикой Башкортостан, с Удмуртией и с Пермским краем. Ну, достаточно тесно взаимодействуем, проводим совещания. Все равно, мне не совсем понятен процесс. Может, это еще добавить, каким образом принимается решение, что будет там 51? Я еще могу, потому что не сказала, да, то есть у нас регулирование производится в соответствии с правилами использования Куйбышевского водохранилища. То есть правилами использования водохранилища определены определенные отметки водохранилища, которые оно должно достигать в определенные периоды. Вот нормальный подпорный уровень 53 метра по Балтийской системе, как правило, рекомендуется к наполнению до этого уровня к началу межени. Также существует минимальный навигационный уровень, ниже которого нельзя срабатывать водохранилище в летний период. Это 49 метров по Балтийской системе. Это на 4 метра ниже, чем нормальный подпорный уровень. В настоящее время у нас уровень 51,4 примерно, то есть он не достиг минимального навигационного уровня. И в плане достаточности водных ресурсов, то есть здесь все в порядке. В летний период водохранилище, как правило, срабатывается, то есть потому что жарко, потому что водные ресурсы нужны для энергетики, для регионов в Нижней Волге. Да, то есть и идет снижение уровня водохранилища к зимнему периоду. То есть если в осенний период нет больших паводков дождевых, то оно продолжает срабатываться в зимний период в целях получения электрической энергии. Что ученые думают, Дмитрий Владимирович? Ученые в данном случае, они, наверное, будут согласны с теми, кто занимается вопросами регулирования, это Росводресурсы. У них задача достаточно сложная, да, и ситуации часто возникают конфликтные. В водном балансе найти баланс. Именно баланс интересный различных водопользователей, природопользователей и различных регионов. У каждого региона свои интересы. У Татарстана они свои, у Астраханской области они другие. Поэтому этот ежегодный баланс, этот компромисс, этот консенсус, который они пытаются найти, и они его находят, он приводит, как Татьяна Леонидовна сказала, к такому взвешенному решению, которое периодически корректируется с учетом изменения, в том числе и климатических, наверное, факторов в данном случае, которые также постоянно меняются, мы это видим своими глазами. Но все-таки, например, после 2019 год, насколько помню, была все-таки за снижение уровня воды в реках Волжского бассейна, мы говорили о массовой гибели речной фауны. И была статистика, есть статистика, я не знаю, может поправить его или нет, в 2019 году были утрачены на 80% нерестилища русского осетра, на 40% севрюги, на 92% белуги. Так это или нет? И насколько это все действительно влияет? Сказать сложно. Среди нас нет представителей Росрыболовства, которые могли бы подтвердить или опровергнуть ваши слова. Но они, в принципе, подтверждают то, о чем только что Татьяна Леонидовна сказала, что ключевой интерес – это интересы Росрыболовства в нижнем течении Волги, в дельте Волги, для сохранения популяции осетровых рыб. Поэтому при всех равных я не исключаю, что преимущество в решении о сохранении того или иного уровня все-таки отдается Росрыболовству в сохранении водных биологических ресурсов. Но кроме рыб у нас есть и другие биологические ресурсы, за которые мы также переживаем, заботимся. Это и бентос, который не может передвигаться никуда, в отличие от планктона, например. Да? И, например, в 2010 году, когда мы наблюдали низкий уровень Куйбышевского водохранилища, в Казанском заливе, к сожалению, у нас популяция различных видов бентоса, она достаточно сильно пострадала. Тот мониторинг, который проводился в течение нескольких лет, он показывал, что да, восстановление происходит, но достаточно медленно.
Сегодня восстановление, можно сказать, что завершилось, но, конечно же, мы не хотим повторения ситуации 2010 года. Да. Хорошо, спасибо. Мы прервемся на рекламу, потом продолжим. Не переключайтесь. Продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Сейчас нам рассказал уже Дмитрий Владимирович о том, что мы столкнулись с потерями, скажем так, 2010 год, да? Может ли изменение гидрологического режима рек привести к деградации ценных природных ландшафтов? Мы, насколько я понимаю, один из самых наглядных примеров была деградация ландшафта в Волго-Ахтубинской пойме в свое время. Насколько это может повлиять насколько могут быть такие последствия? Дмитрий Владимирович? Если говорить об обмелении, ну да, однозначно изменение водности рек, оно будет влиять. Но как оно будет влиять, в каком направлении, все будет зависеть от колебаний уровня. Например, один из наиболее негативных процессов, которые мы уже не одно десятилетие наблюдаем на Кобежском водохранилище, это абразия берегов, связано с тем, что мы видим перед собой огромное море. В Волжско-Камском плесе ширина водохранилища достигает 40 километров, поэтому огромные волны, которые разгоняет ветер, конечно, они разрушают береговую линию, и часть населенных пунктов без мероприятий по береговому укреплению давно бы ушла под воду. Но и наблюдаемое сегодня снижение уровня воды – это тоже фактор негативный. Поэтому вот тот баланс, который был принят при создании водохранилища, я имею в виду нормальный подпорный уровень, его сохранение важно и для сохранения ландшафтов прибрежных зон в том числе. Хорошо, спасибо. Какие сегодня есть ключевые, наверное, главные проблемы вообще с водными ресурсами Татарстана, если мы можем говорить? То есть вот давайте мы сейчас попробуем все-таки, чтобы надзорные органы прокомментировали, что вызывает беспокойство, тревогу по нарушениям, по всему, то есть насколько сегодня атака? Ну, зачастую вот обмеление рек как бы сопоставляет там с гибелью там рыб и так далее, там водных биологических ресурсов, но я со стороны как надзорного органа, да, могу сказать, что вот мы проводим различные мониторинги, да, как в рамках федерального проекта оздоровления Волги, например, или же как распоряжение внутреннего центрального аппарата Росприроднадзора. И здесь, например, увеличение тех или иных концентраций загрязняющих веществ не выявляется. То есть получается, что прямой, так скажем, зависимости обмеления и превышения концентрации там, от сбросов водных объектов или еще что-то, да, не наблюдается. То есть здесь гибель водно-биологических ресурсов больше все-таки вопрос там, отдела водных ресурсов, да, там, или же, ну, как вот уже до этого говорили, Росрыболовство, комитет по биоресурсам. Здесь вот со своей стороны мы делаем как бы все возможное и не замечаем такого, что вот в рамках наших полномочий можно принять меры. Хорошо, но в принципе сегодня, Алексей Александрович, на чем можно было акцентировать внимание, что сегодня представляет угрозу для водных ресурсов? Потому что, я так понимаю, нацпроект тоже оздоровление Волги ведь не просто так появляется, да? Мы же понимаем, что это все и государственные задачи в том числе. Давайте, в принципе, посмотрим на состояние водных ресурсов, какие сегодня болевые точки есть и над чем нужно работать. Возможно, дополнительные программы. Я сейчас не говорю о нацпроекте, да? Я говорю, возможно, о доп. Программах по финансированию и так далее, чтобы сохранить, приумножить, тем более, что о смерти озер и малых рек мы сегодня уже услышали такие достаточно серьезные цифры. Ну, вопрос хороший, вопрос интересный. Наверное, чем больше воды, тем лучше. Если сопоставить количество воды с качеством воды, то вот я с коллегой не совсем согласен. Дело в том, что при прогреве до 20 градусов и выше активно развиваются сине-зеленые водоросли. Чем меньше воды, тем она быстрее прогревается. Сине-зеленые водоросли, они потребляют кислород. В воде кислорода становится меньше. Для биоресурсов это не есть хорошо. Потом, с точки зрения водности, другая картина. В период весеннего половодья диффузный сток, сток с полей, реки, всякие разные водопользователи, это все сталым стоком опять-таки попадает куда? В Кобежское водохранилище, как единственный водный объект, который принимает весь сталый сток. Соответственно, концентрация в период весеннего половодья и весеннего наполнения загрязняющих веществ в водном объекте, она становится более значимой.
Ну, с точки зрения программ, наверное, оздоровления в Волге, в первую очередь я бы занялся очистными сооружениями, новыми технологиями по очистке воды. Потому что все мы люди, все мы воду потребляем из того же Куйбышевского водохранилища, и отходы все же туда же и сбрасываем свои. То есть, с точки зрения очистки, нужно как-то этот момент проработать. То есть вы считаете, что, во-первых, недостаточно очистные сооружения, С гидрологической... использование несовременных технологий сегодня? Ну, я не могу сказать, это не мой вопрос. С точки зрения гидрологии, водный баланс, он цикличен. То есть, маловодные годы сменяются многоводными годами. То есть, все зависит от количества накопленного снега в зимний период, от количества воды в снеге, от его плотности. То есть, будет хорошая снежная зима с хорошим содержанием воды в снеге. Ну, мы же не Будет можем только от наполнение погоды ждать, от водохранилища. природы ждать хорошей погоды, чтобы все балансировало как-то. В общем-то, я думаю, как-то человек тоже должен прикладывать. Ну, это надо голову вверх поднять и посмотреть, там, попросить. Нет, если уж мы все тут работаем, понимаете, ради этого это возможно. Вячеслав Анатольевич, на ваш взгляд, ключевые главные проблемы сегодня Да, главные с проблемы, водными уже, как ресурсами? сказали коллеги, это все-таки первый фактор, это антропогенное воздействие, это те же сбросы от очистных сооружений, также это застройка береговой полосы, которая также влияет на обмеление, также на уменьшение площади, если это речь идет о маленьких водных объектах, как озера. И, как коллеги уже правильно сказали, все-таки 50% загрязнения водных объектов зависит не только от антропогена, а от диффузного стока. То есть это ток-сток, который стекает с сельскохозяйственных полей, промышленных площадок. Это уже научно доказанный факт, что 50% загрязнения идет все-таки от природы, так скажем. И мы, в свою очередь, министерство в рамках этого делаем пилотный проект по оздоровлению водных объектов Республики Татарстан. Примером взяли мы реку Казанка. Во время половодья сделали мониторинговые точки во время паводка. Это двухнедельный период. И как раз-таки во время этого наблюдения у нас наблюдается превышение по тем веществам, которые именно вносятся в сельскохозяйственные поля и употребляются в данном сельскохозяйственном направлении. В том году мы сделали мониторинг реки Казанка, его береговой полосы, водоохранной зоны, выявили основные факторы загрязнения водных объектов. Это как раз пашка земель, как размещение сельскохозяйственных ферм около водоохранных зон водных объектов, отходы производства и потребления и другие. А в этом году уже у нас идет научно-исследовательская работа. На основании этой научно-исследовательской работы хотим выработать комплекс мероприятий, именно направленных на борьбу с диффузным стоком, и уже применять наш опыт на другие водные объекты, как Республика Татарстан и Российской Федерации. Как вы уже сказали, какие проекты нужны, как раз таки сейчас идет мнение о принятии единого федерального проекта, направленного на оздоровление водных объектов. Вот все наши эти пожелания, как борьбы с диффузным стоком. Очень хороший метод борьбы с диффузным стоком — это как раз-таки у нас лесные насаждения в водоохранных зонах, строительство очистных сооружений. И вот как раз-таки на основании научно-исследовательских работ будут даны те меры, которые будут направлены именно на реабилитацию водных объектов. И вот в рамках единого проекта хотим использовать именно уже не просто мероприятия, которые хочется, а уже которые будут обоснованы научным сообществом, что такие-то мероприятия будут способствовать на улучшении водного объекта. Спасибо. Дмитрий Владимирович, на ваш взгляд, вот что надо, то есть кроме... Я добавил бы, наверное, к тому, что сказал Вячеслав Анатольевич. Мы проанализировали данные мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, начиная с 2014 по 2020 год, в том числе это 3 года реализации федерального проекта оздоровления Волги. И оказалось, что в результате реализации мероприятий по строительству новых и реконструкции уже существующих очистных сооружений качество воды и в первую очередь в Каме, в реках Камского бассейна и в Волге по ряду створов улучшилось. То есть эффект программы, эффект федерального проекта мы уже видим. Конечно, мониторинг нужно продолжать, это могут быть и природные флуктуации, но та тенденция, которую нам удалось установить, она достаточно устойчива. Поэтому, конечно, эту работу
связанную с очисткой источных вод не только промышленных коммунальных предприятий, особенно ливневой канализации. Одна из ключевых проблем и для Казани, и для других городов, населенных пунктов республики, это либо отсутствие, как правило, либо недостаточно эффективная работа очистных сооружений ливневой канализации. Поэтому основные проблемы, связанные с загрязнением, особенно в годы низкого уровня, они лежат именно на ливневом поверхностном стоке. И заморы рыб, и гибель уток и иных водных биологических ресурсов в основном это, да, высокая температура, жара, низкий уровень воды, плюс ливневая канализация. Вот, ну, можно еще один палец загнуть. Который? Причин достаточно много, да. И вот именно в совокупности этих причин мы видим то, что видим. То, что реки превращаются в болото, то, что водоемы цветут, сине-зеленые водоросли, токсины, гибель рыб, неприятно плавать, неприятно заходить в воду, аллергические реакции на кожных покровах. То есть все это следствие, ну, вот, совокупности причин. Причин в основном антропогенного характера. Сколько очистных сооружений вообще не хватает или сколько еще надо, если вот мониторим и так далее? Если эти исследования, если и те очистные сооружения, которые уже сегодня, в принципе, не отвечают... это сложный вопрос, сколько не хватает. В принципе, ну, по правильному... Если сейчас видят, да, по ученые? правильному в каждом населенном пункте должна быть очистное сооружение. Ну, мы понимаем, сейчас? Что, ну, сейчас у нас около, если считать со всеми производственными очистными сооружениями, не считая только коммунальные, это около 180 очистных сооружений. Я так понимаю, должно быть минимум в 2 раза больше, да? Ну, это сложный вопрос. Еще же говорю, в каждом населенном пункте должно быть. Они, может быть, подключены к соседним населенным пунктам или как. Ну, в основных крупных городах они как бы есть. И вот вы у нас уже проблема с малым. Да, в рамках оздоровления Волги как раз-таки у нас уже было выполнена реконструкция и строительство новых очистных сооружений. Это было выполнено 12 очистных сооружений, это или строительство, или реконструкция. А также на сегодняшний день выполняется реконструкция самых больших очистных сооружений Республики Татарстан. Это водоканал города Казани, который около трети всех сточных вод по всей республике занимает по объему. Олег Алексеевич, что как раз из загрязнений, с проблемами сточных вод, с работой промышленных предприятий, какие нарушения ключевые? И главный нарушитель тоже присутствует, и периодически раз, ну, в год точно появляются, ну, по крайней мере, в СМИ. Ну, нарушения, да, все как бы те же. Ни для кого не секрет, что почти все очистные сооружения, они не обеспечивают стопроцентную очистку. Поэтому, соответственно, мы считаем и ущербы, так скажем, большие. Там, и нашему Казанскому водоканалу мы рассчитали большой ущерб, там более 50 миллионов. Зеленодольские очистные ЗВКС более 33 миллионов. Также есть петричинские коммунальные сети, там, например. В рамках оздоровления вот Волги, например, как мы работаем, это мы выявляем несанкционированные сбросы. Куйбышевское хранилище, первые притоки. Также на территории города линии дренажа канализационной системы сейчас обследуем. То есть согласовано у нас выездное обследование с центральным аппаратом. И осуществляем отбор проб. То есть непосредственно источники сброса, выше-ниже. Смотрим негативное воздействие и уже в дальнейшем анализируем документацию и направляем материалы непосредственно либо в прокуратуру, либо в МВД для привлечения виновных лиц в этом деле, так скажем. Вот. Ну, по очистным, вот, да, сейчас реконструкция проводится, вот реконструкция иловых полей водоканала и самого водоканала. Будем надеяться, что это поможет. Также на водоканале недавно по осушке осадка они произвели реконструкцию объекта. Мы непосредственно участвовали в проверке. Вот. В принципе, направление в усилении контроля вот за очисткой, она наблюдается, есть. А что нужно, чтобы вот вы говорили про ливневую канализацию? Каким образом ее нужно контролировать? Ну, ее, во-первых, надо строить, и ее надо правильно эксплуатировать, как и в целом очистные сооружения. Ну, вот Вячеслав Анатольевич очень важную действительно проблему поднял, когда говорил о том, что у нас большинство сельских населенных пунктов, может быть, даже все, не имеют канализации. Более того, как правило, все септики, которые расположены в частных домовладениях, они не изолированы. Поэтому, когда мы контролируем качество подземных вод, родниковых вод, мы видим там сверхвысокие концентрации нитратов, фосфора,
которые поступают в наши малые реки. Поэтому в чем-то, если вы задали этот вопрос, кто виноват? Виноваты мы сами. То есть каждый в своем месте, каждый в своем доме. Но как минимум те, кто живут в коттеджных поселках, в сельских населенных пунктах. Это очень важный фактор. То есть в данном случае зависит от конкретного человека. Будет ли загрязняться родник около его села, будет ли загрязняться река, которая протекает в пределах его населенного пункта. Здесь, конечно, можно, да, пенять на государство, но все-таки надо посмотреть на себя. Вот я так бы сказал риторически. Хорошо. Татьяна Леонидовна, на ваш взгляд, что представляет основную сегодня угрозу водным ресурсам, какие проблемы есть и чем еще их можно решить? Какие проекты, что еще Я есть? сначала хотела дополнить Дмитрия Владимировича, поскольку вопрос затронут очень острый. Действительно, когда у нас бурятся скважины бесконтрольно, даже водозаборные скважины, а мы знаем, что в соответствии с законом о недрах имеет право без лицензии на своих участках владельцы сооружать скважины в соответствии с установленным порядком. Как правило, порядок не все соблюдают, и это приводит к тому, что переуглубление скважин часто приводит к тому, что родники исчезают. То есть они уходят через затрубное пространство, то есть водоносные горизонты нарушаются, водоупорные слои скважинами как бы протыкаются, и вода уходит. И вот жалобы постоянно поступают. Вчера вот звонили «Серебряный ключ» в районе населенного пункта Оки. Родник в прошлом году начал исчезать, в этом году его практически нет. И очень многие хорошие родники, вот Студенецкий, тоже мы потеряли в связи вот с бурением бесконтрольным скважин. А кто контролирует? Контролирует Министерство экологии, но не всегда, как правило, всегда, то есть у нас частная собственность, она охраняемая, и зайти на территорию владельца и проверить глубину его скважин, это не всегда представляется возможным. Сами понимаете, по определенным причинам, по закону, который охраняет частную собственность. Вот. Поэтому мы по возможности стараемся эти вопросы, то есть когда к нам обращаются, то есть я хочу сказать, поскольку мы сейчас в прямом эфире, если вы собираетесь бурить скважину на своем участке, то есть вы должны знать, что она должна быть пробурена на глубину не глубже того водоносного горизонта, который используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения. То есть это сколько? Как это везде по-разному. Поэтому для этого... Как разобраться человеку? А как разобраться? Вот я, например, собираюсь на своем участке пробурить скважину. Есть у нас постановление Кабинета министров 171 от 2012 года. Не будет ли Татьяна Леонидовна искать постановление 171? Хорошо. Где найти простому человеку? Да, простому человеку надо обратиться в Министерство экологии с письмом, своим номером участка, сказать: я хочу на этом участке пробурить скважину или построить колодец вот такой-то глубины. Скажите, это соответствует закону или не соответствует? Специалисты министерства рассмотрят данное обращение, рассмотрят с учетом, на какой глубине на данной территории именно основной водоносный горизонт, который используется для централизованного водоснабжения. И если эта скважина будет выше и не нарушать этот водоносный горизонт, то есть она не доходит до водоносного основного, то, в принципе, как правило, мы согласовываем, говорим: да, на эту глубину бурить можно, там есть вода, пожалуйста, бурите. Если это идет глубже, то есть или на тот основной водоносный горизонт, где вот скважина населенного пункта, тогда уже там бурить нельзя. Это 19-я статья закона о недрах. Может, кто-то все-таки посмотрит ее. Вот там очень четко это все прописано. Сколько дней на рассмотрение, если что? Чтобы не пугать людей, что через 2 месяца или только любые рассмотрения у нас не более 30 дней. То есть месяц на рассмотрение? Да, как правило, письмо. Бывает быстрее. То есть, За последние несколько лет сколько было таких обращений? Немного. Десятками они исчисляются. То есть не сотнями никак. То есть, вот. Ну и опять, то есть вы сказали, в общем-то, это соответствует, а потом проверять, по идее, некому, да? То есть, на самом деле, сколько пробурили, как получилось и что задели? Если, конечно, возникает вопрос надзора, то есть обращаются граждане, что у них пропал родник, испортился, что тогда надзор выезжает и уже конкретно эти скважины проверяет, замеряет глубину. Разумеется, у нас тысячи, то есть домов, которые сейчас бурят себе скважины, но каждую скважину мы не можем проверить. Но в случае возникновения вот данной ситуации, конечно, выносится предписание на ликвидацию этих скважин, если они привели к нарушению водоносного горизонта. То есть, в принципе, сегодня это обращение к людям, в общем-то, если родник исчез,
Значит, причину мы можем искать исключительно там. Я правильно поняла? Исключительно в скважинах? Ну, большая часть родников исчезает из-за того, что в водосборной площади родников бурятся скважины, которые идут глубже родников водоносного горизонта, и вода перепускается вниз. Хорошо. Еще из главных проблем что, Татьяна Леонидовна? Ну, кроме, как сейчас, вот обращение и призыв... Ну, не экологической проблема, культуре. а в принципе я хочу сказать, что в последние годы у нас водопользование становится все более легитимным. То есть мы занимаемся предоставлением пользования водных объектов, к нам обращаются физические лица. То есть пользование водным объектом для размещения каких-то пирсов, лодок, для дноуглубительных работ, расчисток, в то же время озер, да, то есть оно должно производиться не бесконтрольно, а с определенным разрешением. Вот разрешительные документы на пользование водным объектом также предоставляет министерство. И я хочу сказать, что за последние годы у нас количество документации, оно в разы увеличивается, то есть люди начинают понимать и соблюдать законодательство. Хорошо, спасибо. Знаете, как проголосовала телевизионная аудитория? 62% считают, что это теперь не река, а болото. Точно так же 22%, что река стала чище и глубже. 14% река стала чище и глубже. И 20%, что есть более важная проблема, чем экология. В принципе, если мы сегодня вот проговорили, если обобщить в конце программы, достаточно коротко. Смогут ли наши дети и внуки купаться? Может быть, даже правнуки в чистой полноводной воде. Насколько мы сохраним тот самый водный баланс в балансе? Вас начнем. Да, учитывая, что сейчас, как в Республике Татарстан, есть программа, как федеральная и республиканская, направленная на оздоровление водных объектов, я считаю, что на сегодняшний день такой угрозы не стоит. Хорошо, спасибо. Ну, как уже сказал Дмитрий Владимирович, все-таки это зависит от нас каждого. Если каждый около своего участка, около своего водного объекта будет застраиваться близко, те самые скважины около водных объектов бурить, это, кстати, одна из причин обмеления тех же озер. Ну, просто засорять, сточные воды сбрасывать, лучше не станет. Поэтому все-таки надо начинать с себя. А мы уже, как Министерство экологии, будем уже поддерживать, будем привлекать республиканские и федеральные деньги. Спасибо, Олег Алексеевич, на ваш взгляд. Будем, сможем, что для этого надо? Сможем, я считаю, потому что сейчас есть так называемый проект «Экология дела каждого», где завлекаются дети, подростки, и они уже просвещаются в экологию с самых ранних лет, и для себя у них уже будет твердая база на будущее. То есть как, так скажем, свою жизнь обеспечить наиболее чистой окружающей средой. Спасибо, Алексей Александрович. На ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, если мы хотим что-то сохранить и приумножить, то необходимо соблюдать природоохранное законодательство. Есть такой великолепный документ, который называется «Водный кодекс». Там есть 65-я статья, в котором говорится о водоохранных зонах и зонах прибрежно-защитных полосах. И если мы все посмотрим, что мы делаем не так, то, мне кажется, будет чище и лучше. Так, 65-я статья Водного кодекса Российской Федерации. Да? Читаем, знакомимся и понимаем. Дмитрий Владимирович, вы что порекомендуете почитать? Чтобы правнуки Я, наверное, и внуки... скажу так без балдарабас, все-таки, да, сможем, да. Потому что есть контролирующие органы у нас, работающие прекрасно. Есть органы, которые наблюдают за состоянием водных объектов. Есть научное сообщество, которое всегда поможет, подскажет, прокомментирует, проанализирует. И вот если мы все эти наши усилия объединим, в том числе при поддержке средств массовой информации, я считаю, что это очень важно, доносить информацию до населения, то тогда, я думаю, все получится. Республика богата водными объектами. Да, мы, может быть, не Карелия, но крупнейшее в Европе Куйбышевское водохранилище, ресурсы которого, прежде всего, рекреационные, мы еще пока используем недостаточно. И вот те программы, которые были начаты в 2016 году по благоустройству водных объектов, их обязательно надо продолжить, они продолжаются, создавать новые рекреационные зоны, которые будут удовлетворять всем экологическим требованиям, то тогда я думаю, что и население, видя вот этот положительный, хороший экологический пример, и у себя на своем месте, на своем участке, на своем рабочем месте тоже, наверное, будет задуматься, а что я могу сделать, чтобы сохранить наши водные ресурсы, ну, как минимум для своих детей. Спасибо, Татьяна Леонидовна. На ваш взгляд, что надо? Чтобы?
Я полностью согласна с коллегами, что надо самосознание каждого человека. Во-вторых, я хочу сказать, что наше министерство очень открыто, и всегда можно позвонить и проконсультироваться по любому вопросу, касающемуся пользования природными ресурсами, не только, например, водой, но и недрами. И, наверное, экологическое просвещение все-таки у нас очень хорошо работает. Я надеюсь, что новое поколение вырастет более ярыми защитниками или более более воспитанными, да, чем, возможно, вот наше какое-то поколение, и более любящими свою родину, свои вот реки, свои озера, свой всех дом. Природные богатства. Да. Все, хорошо. Благодарю всех экспертов за беседу. Я надеюсь, что детям, внукам и правнукам и далее тоже всем все достанется. Ну, по крайней мере, позитивно сегодня эксперты, завершающие итоговой такой речью. Я благодарю зрителей за проявленный интерес, за активное голосование. Всего доброго. До свидания. Увидимся на следующей неделе.